камеры, камеры, камеры. В общем, больше 20 штук сенсоров и камер на Леопарде 5. Погнали! Добрый день, друзья, с вами компания Nomad Cars. Сегодня на обзоре Леопард 5 и больше 20 с чем-то штук камер. Леопард 5, 684 лошадиных сил. Как я и говорил, здесь множество видов камер. В общем, это надо сидеть, смотреть. К сожалению, радаров нету, как у 8, но колеса 20 и так около 25 сантиметров, как я понял, 20 с чем-то сантиметров промежуток между землей и машиной. Пройдемся по машинке. Здесь механическая дверь, также кнопки, все возможные кнопки вставлены в эту машину. 2 монитора, друзья. Так, здесь выбор. Здесь, как вы видите, выбор поездок. В общем, как можно ездить, вплоть до воды. Ну, здесь в таком случае сразу здесь показывает, чтобы не выше вот этой отметки проезжать по воде. Так, здесь также есть кнопки по переключению спорт режим, эконом режим и так далее. И множество кнопок, которых здесь надо сидеть уже изучать. Холодильник, друзья, помощь при спуске с горы. Также, как я понял, здесь отключение либо подключение 4WD. Так, беспроводные зарядки. Здесь есть местечко, для чего пока непонятно. Ну, как бардачок. И там также есть для зарядки. Здесь есть. Так, открываем бардачок. Что же внутри? Здесь все пустенько. Тут есть пространство, чтобы уложить. Я думал, это рукоятка. Ну, мне кажется, тут не рукоятка, а положить что-либо. В общем, проходим по салону. Здесь кнопки экстренной помощи. Также открытие люка. Динамики Devialet. Кстати, тут есть массаж сидений, подогрев и охлаждение. Как вы знаете, Леопард 5 684 лошадиных сил. Тут стоят 3 двигателя. Один бензиновый, 1,5-литровый. И 2 электрических. Это около 500 киловатт. Суммарной мощностью 684. Также здесь указано то, что можно заливать 92-й бензин. Пройдемся, друзья. Здесь есть чтобы тянуть. Сразу не понял, почему 2. Так, разгон до сотни 4,8 секунд. Указано прямо на значке сзади. Так, проходим дальше. По салону 3-го ряда сидений нету. По длине данный автомобиль 5 метров. В высоту 2 метра. Также есть здесь зарядка. 220 выход. Как раз таки можно взять электричество отсюда, чтобы подзарядиться на телефоне или что-либо. Можно также поставить чайник на зарядку. Чайник, чтобы вскипятить воду. Здесь 2 разъема медленные быстрые зарядки. Колеса 20. По высоте реально большая. Можно также поставить бокс дополнительный. И вот эти камеры, о которых я говорил, их полно. Так, пассажирские сиденья, мне кажется, удобные, но здесь тоже есть массаж. Ее можно, в принципе, регулировать, ставить. Давайте посмотрим заднее сиденье. Так, ее, в принципе, можно закрывать.
Сиденья складываются. Если вам нужно что-нибудь перевести, в принципе, можно скласть полноценно. Так, что же здесь есть? Как вы видите, есть подогрев, охлаждение. Задних сидений тоже предусмотрено на данном автомобиле. Друзья, кому интересны от 3 до 5 лет машины, пишите нашу компанию. Компания Nomad Cars занимается по экспорту БУ автомобилей. Подберем, отправим, доставим в Москву, во Владик, во все города России. На данном автомобиле множество вспомогательных функций, которые при езде помогут. Как вы видите, в принципе, машинка чем-то напоминает мне Ford Bronco. Если убрать вот это знак. Ну, какая-то схожесть есть с Ford Bronco, соответственно. Так, что же еще здесь есть? Можно докупить к этому автомобилю. Как вы видите, здесь защита дна есть. Она, мне кажется, железная. Так, что же еще? Так, оригинальный свой лопатка. Также здесь подставка для чего? Как раз таки лестница и аморты. Кейман. Это доп. Функционал можно в принципе установить к этому автомобилю. И диски вот такие красивые. Что же еще есть к этому автомобилю? Пройдемся здесь. Есть фотографии, то есть панамки. Также подушечки, кепка. Это я не понял, для чего она нужна. Ну, в общем, зонтик есть. Также для кнопок, кому интересны вот такие, можно, в принципе, менять. И выбор салона, какой вам нужен, в принципе, можно выбрать такой.